Армысыздар, құрметті достар. Бәсекелес бағдарламасының бүгінгі қонағы спортшы, қазақстандық Ник Вуйчич десек те болады, Серік Есматов. Қош келдің. Рахмет. Көңіл-күй қалай? Жалпы мен емес, көптеген жастар сені қазақстандық Ник Вуйчич ретінде мойындайды. Ал сен өзіңді Ник Вуйчичпін деп айта аласың ба? Иә. Көптеген жастарға болсын, кездесулер өткізіп, мотивация бересің. Өзіңе мотивацияны қайдан аласың? Өмірден. Өзімен. Вообще, если так в целом посмотреть, то каждый человек, он, как бы сказать, индивидуален. Каждый просыпается и делает свои дела ежедневно одно и то же, как алгоритм. И если так глядя, то я тоже ничем не отличаюсь от многих, но единственное это, что внешне, что ног нету. Но это не дает мне, как бы, знаете, возможности сидеть на одном месте, потому что мне лично самому, молодежи, да и стране в целом надо прогрессировать, расти, а у нас нету тех, кто будет двигать этот процесс именно со стороны социума. Я, глядя на все это, когда покопался во всем, увидел, узнал, включился и начал делать именно от себя для общества. То есть хочешь, чтобы все было хорошо, начни с себя. Духом не упал, себя в руки взял и ежедневно начинаю работать, получается, не только с собой, но и со своим окружением. Это, во-первых. Следующее, это уже в целом общество. И смотреть на то, что сейчас я нахожусь в партнере там, это я обязан делать, потому что, как бы, благо общества — это единое целое. То есть, если хочешь видеть свет, то зажигай его сам, скорее всего. И с этого и мотивирует, что надо самому, во-первых, жить. Если ты начнешь сам жить, то и люди вокруг начинают тоже оживляться и быть подобным тебе. Потому что люди, которые двигаются, за ними автоматически следят, как бы то ни было. Потому что их замечают. Те же самые инстаграм-страницы, например, если есть активные ребята, которые считают себя на высоте, то и ребята их тоже так начинают воспринимать, потому что их посты, истории, различные публикации, обращения, они уже имеют вес, потому что человек сам себя поставил. Я лично себя поставил, за мной теперь следят, знают люди многие, есть поддержка хорошая, есть свои группировки ребят, есть ребята-волонтеры, которые работают со мной вместе на рядах, то есть мы помогаем всем нуждающимся и тем же, как, например, детдома или ветераны. Периодически к ним ездим, с животными прорабатываем тоже, то есть мы некоторые суммы выделяем для приютов. Вот. Ну, то есть, если ты сам занимаешься, ты достигаешь, ну, скажем, больше, даже больше, чем ты думаешь, и намного больше, чем ты можешь сделать, скорее всего, потому что за тобой есть право голоса. Вот. И это все меня мотивирует. Еще мотивирует то, что, знаете, если брать уж очень простой вид, то у меня полноценная, полная семья. Мы все вместе, получается, пережили очень тяжелый момент, очень переломный такой в нашей жизни. И однажды я, скажем, чуть не потерял себя, и каждый член семьи, вот родные люди, они меня, как положено, взяли в руки, начали наставлять меня, мотивировать, давали надежду на будущее, то есть своими словами, своей тепло и любовь, вот они меня на ноги поставили. И, получается, потеря ног, она изменила мою жизнь и жизнь моих родных в целом. То есть поменялось восприятие жизни, мысли, действия, планы, то есть взгляд. Кардинально все изменилось, то есть с ног на голову перевернулось. И вот после этого, когда я об этом задумываюсь, постоянно думаю, что вот я остался жив, я остался со своими родными. Что жив остался теперь, знаете, вот надо для них что-то сделать, потому что однажды они меня вытащили с этой колеи, дали надежду на новую жизнь, на новые шаги. И как мама вспоминает, что когда у нее был годик, я первый раз встал на ноги, научился ходить. Вот. Через 12 лет это повторяется снова, уже без ног на протезах. Представь себе, как это тяжело. Вот эти вот моменты, когда вспоминаешь, до глубины души затрагивает, и вот ты думаешь, что тебе спускать руки вообще некогда. То есть ты даже не должен думать об этом, потому что твои родные с тобой рядом, это самое главное. А уже после это люди, которые тебя окружают, и те люди, которые поддерживают тебя. То есть, знаете, нету времени спускать руки, вот, на самом деле. 2013 жылы басында болған жағдайды білеміз.
ол туралы бүгін әңгіме қозғамай ақ қояйық, өйткені басқа сұхбаттарында айттың, көптеген каналдардан берілді. Бірақ бір сұрақ бар. Осындай жағдайда дәл қазіргі қоғамда өмір сүру қаншалықты қиын? Вообще, в целом, если брать положение с ограниченными возможностями человека, если смотреть, то реально в нашей стране он ограничен, потому что не везде есть для него подобающие условия. Честно скажу, вот есть пару предприятий, в которых работают люди с инвалидностью, ну, наподобие банк, скажем. Там есть условия, есть пандус, нету порогов, все двери широкие, как положено, есть подъемник, лифт. В таких заведениях, например, как те же самые кафетерии, не знаю, какие-нибудь общественные места, везде слишком крутой пандус, слишком, знаете, все страшно для того, чтобы передвигаться на инвалидном кресле. Везде кривые улицы, лестницы присутствуют, брусчатка, которая портит состояние коляски уже сразу. И то есть, если ты сидишь в коляске, передвигаешься, даже на протезах ходишь, или нарушение опорно-двигательного аппарата в целом, человек надрывается в этом. То есть среда обитания не для него. Поэтому многие люди с инвалидностью, они закрепощаются, сидят дома в 4 стенах, потому что для них нет условий свободного передвижения в городе, вообще в стране в целом. Я вот хочу и пытаюсь показать обществу, да не только обществу, но и государству в целом, что нам нужны условия. Честно скажу, вот у нас в городе новые постройки, в них есть условия. Красивые аллеи, улицы, тротуары, которые вот только-только переделывают, там есть условия. Но тот уровень города, где до сих пор держится все на, скажем так, прошлом веке, там очень плачевное состояние. Очень тяжело жить. Я сам живу в плохих условиях. Я не буду ничего скрывать, что у меня дом саманный, он 60-х годов стоит до сих пор. Ремонт мы не делали, потому что, знаете, материальных возможностей нет, поддержки нет полностью. У меня дома пороги. Чтобы попасть на улицу, мой дом находится ниже уровня улицы. То есть надо пройти по лестнице. Уже плохо все. То есть везде и глина, и бетон, то есть все вперемешку. Сам дом саманный. То есть вот в таких условиях я живу, но не жалуюсь, получается. Вот это вот, ну, хочу поменять полностью. Теперь момент, что так же, как и я, в стране живут очень много людей в таких условиях. Хорошо, вот по новым проектам сейчас людям, нуждающимся, выдают квартиры. То есть однокомнатные на одного человека, как положено. Там есть все условия. И лифт, и подъемник, и пандус. Это хорошо очень. Но в этот ряд попадают не все люди. Вот что проблема. Даже если они не попадают, то просят помощь. А на них никто не смотрит, потому что людей с ограниченными возможностями, в целом с инвалидностью, скажем, в обществе не понимают, как надо, как должны. Это вот проблема уже. Если их не принимают люди, то что говорить уже про другой слой населения? Такой уровень. То есть плачевное состояние, очень тяжело в таком состоянии жить. И многие пытаются, знаете, не жаловаться, потому что в них видят героя, что он в своем положении встал, начал двигаться, жить, продвигаться. Но сам факт остается фактом, что это очень трудно. Осы жағдай орын алмас бұрынғы достарың сол жағдайдан кейін қасыңда қалды ма? Қаншасы қалды қалса? Жалпы сол жағдайдан кейін сенің достыққа деген достық туралы ұғымға көзқарасың өзгерді ма? Вообще нет, ничего не изменилось, все как было, так и осталось, но факт в чем? У меня было очень много знакомых, но не друзей. Друзей было у меня 3. Эти 3 ребят, они до сих пор остались со мной, и дружба никак не пропала, наоборот, она даже окрепла с этим всем. То есть данные обстоятельства, они открыли нам, знаете, другие двери, другие взгляды на жизнь, и тоже изменилось, с одной стороны, все. А знакомые все, они отпали. То есть тот самый период, он научил меня видеть в людях только нужное, что ли, и уметь разглядеть, твой ли это человек или нет. То есть такие моменты. Но друзей у меня мало. Вот, и они не настоящие, одни целые. Қазіргі кезде жастарға көңілің толы ма? Мысалы сен жасың 20-да болса да, психологиялық тұрғыдан ойлау жүйең 50-60 адамдардікі, өзіңді солай. Ал қазіргі сенен жастар, мысалы 20-да болсын, 30-да болсын, 25-тегі болсын жастар, сенен үлкен кіші болсын, солардың да ойлау жүйесі сен секілді, мысалы 50-60 адам секілді ойлауы ма олар? Әлі терістеген нәрсені ойлап қоя салады. Я бы не сказал, что каждый мой сверстник, он имеет очень хороший уровень, как ментальный, так и физиологический, скажем. Потому что многие
они не развиваются, то есть живут только одним днем, либо вчерашним днем, уже давно забытым. Нету планов на будущее, не ставят себе определенных ярких целей, которые можно достичь уже в ближайшее время. Люди мечтают только о том, что невозможно сделать. То есть тот человек, который, знаете, хочет жить очень ярко, красочно и богато, скажем, ни шагу не сделает в ту сторону. Потому что будет только об этом думать, вот она проблема. Но я пытаюсь каждого научить тому, что надо жить здесь и сейчас, именно сегодня. И многие понимают, но не знают, как это сделать, хотя нужен всего лишь один шаг в такой жизни. И я вот пытаюсь наставить их на это все, показать им правильный ход, правильный взгляд, с каким образом. То есть я пытаюсь их сплочить в одно целое. Я слово перепутал. Вот. Каким образом я пытаюсь их сплотить в одно целое и изо дня в день прорабатывать с ними, периодически давая задания, например, как домашнее задание. То есть если человек хочет сделать определенное действие, дело, либо, не знаю, шаг какой-нибудь в жизни, ты ему даешь такое задание. Сначала пойми, кто ты есть на самом деле, например. Вроде бы обычное, а многие думают об этом. Кто я на самом деле, зачем я живу, почему вообще, и почему я занимаюсь именно таким делом, а не, например, становлением общества, ну, в целом говоря. То есть многие начинают думать, находят себя в этом и уже мыслят иначе. То есть это и есть самореализация человека, самореализация личности, как она и была. И после этого момента люди уже иначе себя держат в обществе, сами с собой. Многие наедине сами с собой в зеркало начинают общаться. Это очень высокий уровень для любого. Если ты умеешь держать себя перед собой, скажем, вот так в отражении, проговаривать все свои дела и все прочее, то тебе цены нету, потому что ты уже развит с разных сторон. Это имеется в виду, что актеры так прорабатывают, поэтому у них кинокартины хорошие. Это раз. Многие бизнесмены, которые идут на встречи, они тоже так пытаются сделать, либо без зеркала, но просто сам с собой в голове сидя. И не просто думая в голове где-то там глубоко, а раскрываясь, то есть сидит рядом с собой, представляет, например, кого-нибудь, и как будто с ним диалог ведет, но на самом деле сам с собой общается. И он уже заряжает себя уверенностью, то есть он делает уверенный шаг. Вот оно, благо для любого человека. И пока ты становишься как бы личностью, ты обязан это прорабатывать, я им это все объясняю. И после этого они понимают, как я живу, понимают, к чему я пришел, пытаются быть подобным мне. И это получается намного легче, чем, например, другие любые мотиваторы. Пришли, пару красивых речей сказали и ушли. То есть нету смысла в том, что он пришел, сказал и ушел. Никто с ним не прорабатывает, не ведет уже следующие, не знаю, общие дела или общение в целом. Вот. Ну, их взгляды меняются. И, не знаю, сам настрой и путь тоже меняется. Если человек был с банальной жизнью, скажем, ничего необычного, то после встреч, после нашего общения многие начинают пробовать себя, не знаю, в рядах волонтеров. Уже что-то такое растет. Кто-то пытается найти хорошую работу и удержаться там на этой должности. Кто-то пытается собрать общие команды, например, и заниматься одним благим делом. Это уже плюс для молодежи. То есть не каждый у нас может это сделать. Из числа 200, честно скажу, вот около 50 человек объединились в одно целое и сейчас работают над одним маленьким проектом. Говорить пока не буду, но такой удачи им желаю. И то есть вот такие вот дела постепенно прорастают. Я думаю, если малая часть общества сделала это, смогла сделать, пройти, то и любой другой тоже сможет. Надеюсь, что многое поменяется с таким действием. Главное, вот была бы поддержка и хорошее освещение всех этих моих дел. А на остальное как-то само уже будет строиться. Айтып жатсың, жастарға, жалпы студенттерге кездесулер өткізіп жатсың. Оларға өзің көмегін тигізіп жатсың, өмірде өздерін табуына көмегін тигізіп мотивация берушісің. Ал сол өзің кезінде мотивацияға Ник Вейчес секілді кітап жазу ойда жоқ па? Вообще есть такая мысль, идея, уже есть о чем писать. И даже советовали люди многие. Напишите книгу. Не одну, а 2, либо 3, может быть, даже 5. Написать-то напишу, но не сейчас, скажем, со временем. То есть сейчас я занят более другими делами.
И я не могу выделить себя именно на написании книги, потому что там надо именно жить в этой книге, отдавать самому себя, как это есть. Это же говорят, даже кушать, когда готовишь, если ты вкладываешь душу, то блюдо вкусное получается. Но здесь то же самое получится. А если ты занят постоянно, отвлекаешься от этой самой писанины, от мысли сбиваешься, то, я думаю, она не будет востребованной и именно той, которая ждет общество. Поэтому со временем. Өзіңді патриот санайсың ба? Да. Ал сенің ойыңша патриот деп өздерінің ана тілінде ғана сөйлейтіндерді айтуға бола ма? Әлде орыс тілінде сөйлейтіндерді бізді патриот деп айта аламыз ба? Патриот — это не значит то, что ты делишься на, не знаю, какую-нибудь часть общества, которая может говорить, которая не может. Я, например, вырос в русском обществе, я учился в русской школе, но я знаю историю Казахстана, как бы то ни было, то есть с самого становления, с прошлых веков. Я знаю, что сейчас происходит в стране, я знаю, каково это все дается, через что проходит наше общество и наш лидер страны. Я защищаю честь Казахстана за границей. То есть я всегда говорю только о родной земле, о родных людях. Вообще в целом скажу, что патриот — это не тот, который вот может просто флаг в руку поднять и сказать: я патриот, Казахстан — это моя родина. Этого недостаточно. Во-первых, надо здесь быть патриотом, именно вот здесь. Есть твоя семья, есть родная улица, родная земля. Начиная с этого. Когда ты прорастаешь, как, не знаю, какой-нибудь проросток, там, как трава или дерево, например, ты растешь все выше и больше, ты цветешь. И, соответственно, с этим всем ты узнаешь намного больше границ, чем это есть на самом деле. Если ты их понимаешь, видишь и продолжаешь держать все это в руках и продвигать сам лично, ты есть патриот. Ты есть тот самый человек, который даст будущее стране. Иначе никак. Но те люди то же самое говорят, что неважно, знаешь ты язык или нет, главное, какая у тебя голова. Главное, что здесь стоит у тебя. То есть можно быть продуктивным, даже немым, например. Есть незрячие люди, которые показывают намного больший коэффициент плодотворности, скажем, и полезных действий, чем любой другой человек, тот же самый знающий язык, но занимается своими другими делами, например. Не знаю, как так. Қоғам туралы әңгіме айтып жатырмыз, жастар туралы да әңгіме айттық. Енді бір сұрақ, жеке басыңа жайлы қатысты. Жалпы ұнататын қызың бар ма? У меня все интересуются, есть ли у меня свой человек, скажем, который нравится. Думаю, если личный вопрос, то он пусть личным останется. У меня просто взгляд на личную жизнь совсем иначе выглядит. Не то, что, как, знаете, ходить ежедневно, общаться с кем-то, да, и впустую. Я лучше подготовлю возможности и условия для того, чтобы с тобой рядом был нужный человек. То есть предоставить возможность спокойно, тихо жить. Потому что... Почему так говорю? Потому что я и так в положении довольно плачевном, скажу. И если жить в таком положении, знать о жизни очень много, знать каждого человека насквозь, пройдя чисто психологический курс становления лично самого себя, и когда ты проходишь через эти проблемы, ты больше понимаешь. Поэтому как бы, ближайшие планы у меня — поставить саму себя на ноги, семью свою, создать условия для нормального совместного проживания с человеком. То есть ни в чем не нуждаться, потому что у меня и без этого всего проблем очень много. С бумажками, с лечением, курортные выезды, например, те же самые массажи. То есть очень много проблем рождается, когда ты имеешь инвалидность. Потому что организм работает уже неполноценно, ты должен себя в тонусе держать. А если во время этого всего происходит, например, эти плачевные дела, тот человек, он может быть неподготовленный, потребуется очень много времени. А ты сейчас жалуешься. Вот у меня буквально неделю назад был очень такой тяжелый период фантомной боли. Есть такой термин фантомной боли, это когда болит та часть тела, которой нет у тебя при себе. То есть те места, которые ампутировали. У меня ноги сейчас жалуются. Вот погода меняется. У меня на погоду вчера буквально вот прям такие жуткие боли в ногах были. То, что твоя стопа, она переворачивается на 180 градусов, не сходя со своей стороны, где держится. То есть пятка была уже с наружной стороны. И то есть наоборот все. Ломается как будто. Берут кувалдой, например, по кости тебе стучат. То есть больно очень. И ты в такие моменты лежишь и орешь. Охота реально вот с тела своего вылезти, что ли, разорвать все вокруг, ударить кого-то, что ли. То есть нервы очень сильно шалить. Нервы очень сильно шалить начинают.
болеешь, грубо говоря. И представь себе, как со стороны это выглядит, как это ломает морально другого человека, рядом с тобой находящегося. И чтобы таких проблем не было вот со своими людьми, например, как это будет. Не хочется просто, чтобы, как бы сказать, девушка, но будущая жена, мучилась именно вот с этим всем. Да, пускай знает, но пускай лучше не проходит через это, потому что это слишком сильно на сердце давит. И где-то к годам 27, скорее всего, встану на ноги, свой дом, возможности, то есть материальные возможности и все прочее. И вот только тогда уже после, когда не надо будет лишний раз куда-нибудь выезжать, вылетать, бегать по состоянию здоровья. Поэтому со временем, короче. А так-то, как у любого другого человека, есть нрав, интерес, как бы то ни было. Бұл сұрақ неге қойдым, өйткені бір нәрсені білгім келді. Жасы 20-да болса да, 50-дегі 60-тағы адамдардың ойлай алмайтын нәрсесін ойлап, өмірден көп болмаса да, біраз нәрсені көрген, түйгені көп адамның қазіргі қоғамдағы қазақ қыздар жайлы ойын білгім келді. Сенің ойыңша, дәл қазіргі 21-ші ғасырда қазақ қыздар қандай болу керек? Я не смогу сказать в целом, что надо быть именно вот такой вот правильный. Такого невозможно. Вот. Нет ничего идеального в жизни. Но было бы здорово, если бы каждая старалась, реально каждая, старалась бы держать себя на высоте. Так, как это делали наши предки, скажем. То самое должное воспитание, которое давали в прошлом веке, оно сейчас уже не в моде, все говорят. Хотя оно и есть самое дорогое в жизни. Правильные понятия, правильное отношение к любому другому человеку, к самому себе, например. Да, были рамки в прошлом, которые сейчас, казалось бы, не нужны, но они, я даже не знаю, как это объяснить, они должны быть у человека любого. То есть, если будем говорить эра цифровых технологий, 21 век, открытое общение, много возможностей, это не значит, что надо раздеваться, ходить на улицу, бегать, например. Сейчас многие люди видят именно в этом самый сок почему-то. Смысл, что ли, жизни. Телефоны появились, вот средства коммуникации. Многие в них зависают и теряют себя как личность в жизни. Теряют свой завтрашний день, забывают о том, кто они есть на самом деле, и живут только либо Инстаграмом, любой другой соцсетью, общение в этой сети, звонки постоянные, приложения, и все, человеку больше ничего не нужно. Не думает о своей жизни, не строит планы. Из них, вот, если так смотреть, очень мало процентов тех людей, которые живут по воспитанию прошлого века, скажем. Вообще было бы здорово, если бы каждый себя выражала бы и действовала, знаете, старомодно, скажем. Даже не знаю, как объяснить, да, описать можно, объяснить тоже. Но сейчас взгляд у общества совсем другой, все иначе лежит. Виной всему этому это средства коммуникации, они воспитывают человека совсем иначе. Вот раньше как было, ничего этого не было, камеры даже другие были. И, естественно, люди больше общались вживую, открыто, занимались нужными делами, потому что была возможность. И поэтому, не знаю, взгляды поэтому изменились. Ендігі кезекті бағдарламаның тұрақты сұрақтарына берсек, өзіңді екі ауыз сөзбен кім деп суреттейсің? Не знаете, как можно написать? Просто человек, обычный гражданин, не знаю, что типа такого. Я очень простой человек. Ал қарапайым адам теледидардан не көреді күнделікті? Даже не знаю, без понятия, я сам телевизор не смотрю вообще. Бір күннің ішінде әлеуметтік желіге қанша уақытыңды жұмсайсың? Примерно минут 30-40. Если просматривать интересные горячие новости, статьи, которые выходят, связанные, скажем, с обществом, с политикой, что сейчас цветет, что актуально, например. Изучаешь эти дела, те же самые соцсети, что у людей творится, смотришь. Это общий интерес есть только для себя, просто узнать что-нибудь интересное, чтобы быть актуальным в обществе, скажем. И знать, что вокруг тебя происходит. То есть это среди 24 часов в сутках, минут 40 уделяю, и достаточно всего этого.
келесі кезекті бағдарламаны тұрақты айдардай берсек, иә жоқ деп аталады. Қасынан бірнеше сұрақ қоямын, соған тек иә немесе жоқ деп қана жауап берсем. Өзіңе жиі есеп бересің бе? Вообще да. Шындықтан қорқасың ба? Нет. А шындықпен қорқытасың ба? Зерігуге ішің пысуға уақыт бар ма? Бар. Мақтағанды жақсы көресің бе? Мақтанғанды ше? Нет. Әлі күнге дейін ұялатын істерің бар ма? Не сказал бы нет. Өлімнен қорқасың ба? Біздің бағдарламаға келген қонақтардың ішінде тек 2 адам өлімнен қорықпаймын деп жауап берді. Бірі дос көшім, бірі сен. Неге? Не знаю даже как. Обычное явление, все временные здесь. И как бы ты ни хотел, что ли, как бы ты ни бежал, все равно это неизбежно. Надо быть просто готовым. А чтобы быть к этому готовым, надо сделать, точнее успеть сделать все, что ты можешь. Дать благо, построить будущее, дать возможность твоей крови дальше продолжать цвести, что ли, расти. Но это уже ближе к старости мысли. Это у меня бывает такое, что ты в 70 лет, например, будешь сидеть на каком-нибудь веранде, летнике, вот примерно в такую погоду, когда идет дождик, и задумываться о том, все ли я сделал в этой жизни, будут ли довольны мои потомки, почему будут довольны. И ты думаешь, ты дал им возможность прогрессировать, расти, жить, ты им подарил счастливое будущее, скажем, успел сделать все для своих родных, для себя, для своего окружения. Глубокие просто мысли, очень тонкие, и их не каждый поймет, я просто так тезисно пересказываю. И вот поэтому к этому стремлюсь, чтобы все было хорошо, и как только достигну этого уровня, что я жизнь прожил не зря, я сделал все, что я хотел, все планы, цели реализованы, и здесь уже незачем бояться смерти, скажем, потому что остается только ее пройти, и все. А чтобы ее пройти, надо опять же вернуться чуть-чуть назад. Я успел сделать все для них, я успел их подготовить к своему уходу. Вот. И здесь уже бояться не за что, только за своих родных, как они к этому отнесутся. А чтобы нормально все было, чисто психологически с ними надо вместе находиться. Вот. А там уже другие разговоры. Біз білетін батыр, қайсар, қайратты, табанды Серік Исматовқа қандай қасиет жетіспейді? Если брать те же самые минусы, так скажем, то единственное, это незнание языка родного. Это мой самый большой минус, скажем. Потому что в любом другом деле, либо ситуации я скажу подкован, но не настолько сильно, есть задатки. Еще что, если глубже говорить, то периодически я бываю наглым человеком. С одной стороны это минус, с другой стороны это плюс. То есть без этого никак в нашем обществе сейчас. Ну и подобного очень много, а так только это. Өмірде өтірік айтатын сәттерің көп бола ма? Я не люблю так делать. Недавно говорил, что я не люблю, когда они мне врут, только правда, какая бы она ни была. И сам тоже стараюсь больше нести правильного за собой, чтобы, знаете, чисто психологически быть уверенным в себе и во всем окружающем. Стараюсь говорить правду. Ал бүгінгі сұхбат барысында өтірік айттың ба? Честно скажу, нет. Не врал вообще никак. То есть как есть, какой я есть на самом деле, попытался раскрыть себя. Олай болса бүгінгі шынайы сұхбатыңа рахмет. Біздің қоғамда осындай сен секілді батыр, қайсар, табанды жігіттердің бар екендігі, және алдағы уақытта болатындығы бізді, мені қуантады. Сұхбат беруге келіскеніңе көп рахмет. Бүгін бізде қонақта болған спортшы, мотиватор, паралимпиаданың чемпионы Серік Исматов. Шымды ойлар айтылды, рухани әңгімелер айтылды, бірақ өсек емес. Сіздермен бірге болған мен Нұрбол Шыныбай, нұрлы күндерде жолыққанша.